В Генеральной прокуратуре Абхазии прокомментировали высказывания депутата парламента Кана Кварчия, сделанные накануне на заседании Координационного совета. Кан Кварчия подверг резкой критике работу Генеральной прокуратуры и генпрокурора. В частности, были предоставлены доказательства, опровергающие выдвинутые обвинения. В соответствии с этим заявлением, якобы в органах прокуратуры Республики Абхазия находится 20 дел, поступивших из контрольной палаты, которые содержат явные признаки хищений, и что по этим материалам никакие мероприятия не проводятся. В этой связи хотел бы заявить, что эти сведения не соответствуют действительности. Ни одно обращение, поступающее в органы прокуратуры, не остается без реагирования. Я более того хотел бы добавить, что контрольная палата не направляет никаких дел в органы прокуратуры. Контрольная палата по результатам проведенных проверок направляет акты контрольных мероприятий и отчеты. Также хочу сказать, что за период руководства именно Пертая Кахой контрольной палаты было направлено в адрес Генеральной прокуратуры 10 материалов. И даже по выводам самих аудиторов контрольной палаты, лишь по 2 из них были усмотрены признаки хищений. Информация, прозвучавшая в заявлении депутата Кварчия о том, что в парламенте Республики Абхазия якобы в присутствии генерального прокурора руководитель контрольной палаты предъявил определенные претензии по поводу того, что не возбуждаются уголовные дела, также не соответствует действительности. Генеральный прокурор находится в тесном контакте с руководителем контрольной палаты. Нами организовываются и проводятся различные встречи, связанные с материалами, находящимися в производстве органов прокуратуры. И по ряду из них руководитель контрольной палаты выразил согласие с принятыми решениями. Более того, хочу добавить, что Генеральная прокуратура, именно лично генеральным прокурором, было инициировано подписание соглашения между нашими ведомствами. И данный проект прошел все необходимые процедуры согласования. В настоящее время он готов к подписанию и направлен на то, чтобы улучшить качество взаимодействия наших ведомств. Аудиторы контрольной палаты достаточно квалифицированные специалисты, и за период нашего взаимодействия мы видим, что они проводят достаточно объемную работу и большой массив финансовых нарушений выявляют, в том числе которые подтверждаются уже в результате проведенных прокуратурой проверок. Вместе с тем хотелось бы сказать, что есть разность подходов между контрольной палатой и Генеральной прокуратурой в той части, что в некоторых материалах аудиторы, работники контрольной палаты усматривают признаки преступления. Это в меньшей части касается хищений. В основном спорные вопросы возникают с ситуациями по фактам нецелевого расходования бюджетных средств. Мы готовы к совместному обсуждению с аудиторами и с руководителем контрольной палаты всех вопросов, которые возникают в ходе нашего взаимодействия, и готовы аргументированно ответить по каждому принятому решению. Более того, хочу сказать, что в настоящее время не по всем приняты, конечно, окончательные решения. Ряд материалов находится в производстве управления по надзору за исполнением законодательства. Ряд материалов находится в производстве следственного управления. Также считаем неуместным заявление о неком симбиозе между руководством Генеральной прокуратуры и руководителями силовых органов. Скажу, что цифры и статистика вещь упрямая, поэтому если проанализировать, мы об этом часто говорим в ходе наших совместных координационных мероприятий, о том, что уровень преступности за последние годы значительно снизился, и
особенно если это касается тяжких, особо тяжких преступлений. И вот это взаимодействие, личный контакт никоим образом не помешало органам прокуратуры осуществлять надзорные функции, в том числе в этих учреждениях, МВД, СГБ. И это, мои коллеги дальше об этом скажут более детально, подтверждается огромным количеством внесенных представлений, протестов и предостережений. В том числе и требования прокуроров о привлечении к дисциплинарной ответственности исполняются, а также имеется ряд уголовных дел в отношении работников этих министерств. За исполнением законодательства Республики Абхазия в рамках проверок по актам контрольной палаты всем доводам дается соответствующая правовая оценка. В рамках проверок при необходимости назначаются исследования, направляются международные запросы. Хотелось бы отметить, что в большинстве направленных актах в органы прокуратуры материалы контрольной палаты отсутствуют факты уголовно наказуемых деяний, так как нецелевое расходование и хищение бюджетных средств. Нарушения, отраженные в актах, зачастую носят гражданско-правовой характер. В случае отражения в актах контрольной палаты фактов хищения бюджетных средств и их подтверждения в ходе проверки, органами прокуратуры принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования. Так, по акту контрольной палаты Республики Абхазия по результатам проверки целевого использования средств Министерства демографии и репатриации Республики Абхазия, Фонда репатриации Республики Абхазия и РУП ЖУ Министерства демографии и репатриации Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра по репатриации Республики Абхазия Дбара по факту служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере 25 миллионов 296 тысяч рублей с использованием служебного положения, совершенного в группе лиц с директором ООО «Ремстрой» Лакирбая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации КОВИ, которая в настоящее время находится в суде. В период с апреля 2023 года по настоящее время в управление поступило 9 материалов по результатам контрольных мероприятий, 4 из которых находятся в производстве, ввиду проведения большого объема мероприятий. Хотелось бы отметить, что в указанный период сведения о фактах хищения бюджетных средств содержатся только в одном акте контрольной палаты. В целях подтверждения данного факта управлением проводятся все необходимые мероприятия, в том числе направленные соответствующие запросы в профильные ведомства и учреждения. Поручение о проведении исследований части соответствия заявленных работ их фактическому выполнению. Отобраны объяснения, производятся необходимые мероприятия для проведения исследований и выявления факта подделки или служебного подлога документов. В случае выявления по результатам исследований факта несоответствия объемов выполненных работ организации, а также подтверждения факта подлога либо подделки документов в целях вывода денежных средств, материалы будут направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия для проведения процессуальной проверки. Хотелось бы отметить работу органов прокуратуры по надзору за деятельностью структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Так, результаты работы управления в части надзора за деятельностью УГАИ МВД Республики Абхазия выглядят следующим образом. Внесено 29 представлений в Центральный аппарат ГАИ МВД, в Министерство внутренних дел и структурные подразделения об устранении выявленных нарушений и недопущению их впредь. Перенесен 141 протест на незаконно изданные нормативные акты руководителей структурных подразделений УГАИ МВД, по итогам которых все незаконные нормативные акты были отменены и лица освобождены от привлечения к административной ответственности. Объявлено 49 предостережений должностным лицам органов ГАИ МВД Республики Абхазия о недопустимости нарушения норм административного законодательства Республики Абхазия. За период с 2020 года по первое полугодие 2024 года правоохранительными органами Республики Абхазия возбуждено 18 уголовных дел по 42 преступлениям коррупционной направленности, из которых окончены производством и направлены в суд для рассмотрения по существу 13 уголовных дел,
2 уголовных дела прекращены производством вследствие применения акта об амнистии, то есть по нереабилитирующим основаниям. 1 уголовное дело приостановлено производством в связи с розыском лица, привлеченного в качестве обвиняемого. Хотелось бы отметить, что по указанным категории уголовных дел за указанный период отказано в возбуждении уголовного дела по 16 материалам проверок. В части взаимодействия следственных органов с контрольной палатой Республики Абхазия хотелось бы отметить, что за период с 2015 года по 2019 год по материалам, поступившим из контрольной палаты, вынесено 16 отказов в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, то есть вследствие отсутствия состава преступления и события преступления, и прекращено 9 уголовных дел. Из данных дел 15 уголовных дел было возобновлено производством и соединено в одном производстве. Данные решения были отменены в 2020 году. И уголовное дело по факту хищения выделенных средств на производство капитального ремонта водопроводных сетей в селе Чело Очинчирского района в сумме более 9 миллионов рублей было направлено, окончено производством и направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, по материалам, поступившим из контрольной палаты Республики Абхазия, следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия было возбуждено по 7 преступлениям уголовное дело по факту хищения внебюджетных средств, которые окончены в производством и направлены в суд для рассмотрения по существу. В части по линии надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование, следственной частью и следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в Министерство внутренних дел Республики Абхазия направлено более 40 представлений в отношении должностных лиц органов дознания и предварительного следствия. По результатам проведенных плановых обобщений отменено более 180 процессуальных решений, вынесенных органами предварительного расследования Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Также хотелось бы осветить, как производится в текущее время процессуальная проверка следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры по материалу закупу товаров и оборудования для капитального ремонта высоковольтной линии Ачкуара. Значит, данный материал поступил в следственную часть Следственного управления Генеральной прокуратуры в октябре 2023 года. В текущее время собрано более 15 томов материалов проверки. В рамках данной проверки в компетентные органы Российской Федерации направлен запрос, в рамках которого назначено проведение судебной товароведческой экспертизы. Для производства полного и объективного исследования эксперт-товаровед прибыл на территорию Республики Абхазия, осуществил осмотр приобретенного оборудования и товаров на объекте высоковольтной линии Ачкуара. В ходе проведения процессуальной проверки также направлен запрос в компетентные органы Российской Федерации для получения исполнительной документации по заключенному контракту между ПАО ФСКС с республиканским унитарным предприятием Черноморэнерго. Истребованы документы от заводов-производителей товаров по 17 позициям спецификации, что данные учреждения расположены в разных регионах Российской Федерации, в связи с чем связана длительность исполнения компетентными органами направленного запроса. Полученные результаты направляются для производства судебно-товароведческой экспертизы. В рамках направленного запроса, который исполняется поэтапно, получены результаты, допросы лиц, с кем были заключены эти контракты, установлены обстоятельства заключения контракта,
и поставки данного оборудования. По результатам получения судебно-товароведческой экспертизы, а также материалов из компетентных органов Российской Федерации, органами предварительного следствия будет дана оценка о наличии в действиях должностных лиц уголовно наказуемого деяния. Судебным управлением Генеральной прокуратуры осуществляется поддержание государственного обвинения в судах в Верховном суде и судах общей юрисдикции по делам категории особо тяжких и тяжких преступлений, а также дел, связанных с общественным резонансом, вызвавшим в обществе. По сегодняшнему формату хотелось бы рассказать о работе судебного управления по поддержанию государственного обвинения в судах общей юрисдикции по коррупционным делам. Сразу хотелось бы отметить, что коррупционные дела – это не только дела, связанные с хищением денежных средств, но самое главное критерием коррупционное дело является совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения. При этом не обязательно хищение денежных средств. Вот хотелось бы за последние 5 лет озвучить ряд уголовных дел, вызвавших особый резонанс, при котором были похищены многомиллионные суммы из государственного бюджета. Мы уже давали информацию в прессу и на сайте Генеральной прокуратуры о том, что в июне текущего года городским судом было завершено уголовное дело по фактам хищения из Абхазтоп в отношении Авицба Беслана Ивановича. Вынесен по результатам рассмотрения материалов уголовного дела, был вынесен обвинительный приговор. Авицба приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом был доказан ущерб, причиненный им по 8 эпизодам мошенничества и хищения на сумму более 414 миллионов рублей. В настоящее время данный приговор обжалован стороной защиты, находится в производстве Верховного суда. Ожидаем соответствующий пересмотр. Мои коллеги уже озвучили материал уголовного дела по факту хищения материалов и денежных средств при строительстве Чимчирского водопровода. По данному делу еще в 2019 году дело было возбуждено, впоследствии дело было прекращено, и по надзорному представлению в середине 2019 года дело было возобновлено, и получены результаты новых экспертиз, вменен более увеличена сумма хищений, установлены новые факты. По данному уголовному делу проходили 4 человека. В соответствии с постановлением Народного собрания парламента Республики Абхазия в отношении 3 лиц уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям было прекращено. Эти лица согласились с применением акта амнистии. Это Казанба, Биквала и Агрба. Тем самым по смыслу уголовно-процессуального закона согласие с амнистией означает согласие с предъявленным обвинением. В настоящее время на заключительной стадии рассматривается дело в отношении 4-го фигуранта Куркунала. Особое внимание хотелось бы также обратить на ряд коррупционных дел, которые в настоящее время рассматриваются в суде. Это, как мой коллега сообщил, фонд репатриации. По данному делу руководитель, экс-министр репатриации находится в розыске. А в отношении остальных фигурантов Сухумским городским судом приступили к судебному следствию и происходит допрос свидетелей, исследование письменных и вещественных доказательств в целях доказания и доказанности их причастности к совершению хищения порядка 62 миллионов 700 тысяч рублей. Также в стадии рассмотрения Сухумского городского суда имеются материалы в отношении экс-министра культуры Агрба и индивидуального предпринимателя Джинал. В результате их совместных действий при закупке оборудования из государственных бюджета было похищено порядка 27 миллионов 900 тысяч рублей. Дело также находится на заключительной стадии судебного следствия. Осталось допросить самих подсудимых, и будет вынесен приговор в отношении вышеуказанных лиц. Еще хотелось бы привести 2 ярких примера, вызвавших довольно-таки широкий общественный резонанс. Это дело врачей, это одно уголовное дело в отношении Аргун и Лагвилава, это НОЦ, так называемое Главное управление Министерства здравоохранения, в результате которого инкриминируется вышеуказанным лицам. Дело находится также в производстве Сухумского городского суда
порядка 2,5 миллионов рублей вменяется хищение при использовании этих материалов в рамках судебного следствия, где заявлено более 100 свидетелей, проходит судебное следствие, производятся допросы и исследование материалов. Второе дело врачей – это хищение при республиканской больнице. Там у нас проходил в качестве руководителя Гургулия. В настоящее время по постановлению суда дело в отношении него приостановлено в связи с наличием тяжелого заболевания. Оставшиеся врачи ВУБа и индивидуальный предприниматель Цкоя являются подсудимыми по данному делу. Происходит допрос свидетелей и исследование материалов уголовного дела. В рамках рассмотрения дел в судах города и районов были рассмотрены уголовные дела по факту хищения работниками Сбербанка пенсий, пенсионеров российской пенсии, когда с карт были необоснованно сняты денежные средства порядка 1 миллиона 844 тысяч рублей работниками Сбербанка Гагуа и Чхетия. Вышеуказанные в суде республики направлялись и рассмотрелись другие коррупционные дела, не связанные с хищением бюджетных средств. Как было обращено внимание, что вот, как руководитель сказал, симбиоз с МВД, в отношении сотрудников милиции также проводились соответствующие процессуальные проверки, возбуждались уголовные дела. Могу привести ряд примеров. Это факт нашумевшего дела при выдаче абхазского паспорта гражданину Республики Украина, когда руководитель Афонского отделения выдал паспорт за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Доказаны факты взяточничества при сотрудниках ДПС, когда за определенную сумму двое сотрудников милиции взяли деньги для того, чтобы скрыть административное правонарушение лица. Также нашумевшее в сети преступление в отношении председателя Ассоциации силовых структур Абхазии Минже, который гарантировал посредничество в оформлении паспорта гражданину Российской Федерации. Если подытожить все вышесказанное, по сравнению с эпизодами 2014-2019 года коррупционных дел в судах Республики Абхазия в разы больше. То есть, если можно было сказать, что за прошлый период таких дел было 2-3, то здесь исчисляется десятками этих дел. И установленная сумма вот из тех дел, что я сейчас назвал, составляет порядка более 300 миллионов рублей, которые вышеуказанными лицами только в рамках нескольких дел были похищены из бюджета. И силами прокуратуры мы постараемся эти деньги вернуть в бюджет для того, чтобы они пошли на соответствующие нужды этих учреждений, из которых они и были похищены. Ну и в завершении нашей сегодняшней встречи я хочу сказать, что такого рода заявления, которые мы сегодня обсудили, особенно с уст депутата парламента, является недопустимым и направлено на дискредитацию руководства Генеральной прокуратуры и работников прокуратуры.